Якутский хомус – варган. Древний музыкальный инструмент народов Республики Саха-Якутия, возраст которого составляет более 5000 лет. Его отличает характерный космический звук. Он издревле считался инструментом якутских шаманов. Якутский хомус и сегодня сохраняет свое сакральное значение и используется в различных ритуалах. Поэтому в Якутии это не просто инструмент, а настоящий символ национальной культуры народа Саха. Якутский хомус занимает важное место в народном творчестве народа Саха. Так, в частности, стихотворение Алексея Елисеевича Кулаковского «Хомус» занимает значимое место в его творчестве. Алексей Елисеевич Кулаковский – известная личность нашей республики и за ее пределами. Он – основоположник якутской литературы, просветитель, философ, первый ученый, языковед, этнограф, экономист, естествоиспытатель, специалист по терминологии, грамматике, фольклору, художественному переводу. Всю свою жизнь он посвятил развитию якутской художественной литературы, научным исследованиям родного края. Изучая природу, историю и культуру родного края, исколесил всю Якутию. В центре внимания творческого мира Кулаковского – человек и Вселенная. Вокруг этих коренных понятий и разыгрывается гениальная, поэтическая и философская мистерия в его произведении. Стихотворение «Хомус» является знаковым произведением Алексея Елисеевича Кулаковского. В нем впервые воспет национальный музыкальный инструмент, несущий в себе всю духовную энергетику народа Саха, обладающий колоссальными возможностями положительного физиологического воздействия на человеческий организм. Певучие хомусы делают кузнецы, почитаемые в народе люди, сохранившие в своих генах положительную духовную энергетику народа. И как бы подтверждая слова Кулаковского, выполняя волю богов, они вкладывают огромную жизнетворную энергию в свое изделие – хомус. Испокон веков сложилось так, что исполнитель играет на хомусе, словно говоря. Поэтому говорящие звуки хомуса бывают намного отчетливее, чем музыкальная речь на любом другом инструменте, и можно различить не только мелодию, но и слова песни. На разновидностях хомуса говорят почти все народы на Западе и Востоке, у которых традиционен этот инструмент. И тут восхищает прозорливость Кулаковского, воспевшего хомус как инструмент, умеющий говорить на 100 разных языках. В 2015 году, благодаря летчику-космонавту Олегу Кононенко, мир впервые услышал из космоса с борта космического корабля «Союз ТМА-17М» известные произведения основоположника якутской литературы Алексея Кулаковского. В специально подготовленную книгу весом 40 грамм для полета в космос вошли такие произведения писателя, как «Заклинание Байная», «Сон шамана» и «Письмо якутской интеллигенции» в переводе на русский язык. Вы прославили Якутию на весь мир, исполнив мелодию на якутском хомусе и прочитав стихи Алексея Кулаковского в космосе. Жители республики бережно хранят книгу Алексея Кулаковского, с которой вы побывали в космосе. Мы, якутяне, считаем вас своим добрым другом и очень рады, что награда нашла своего героя. Говорится в поздравительной телеграмме главы республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева космонавту Олегу Дмитриевичу Кононенко. Так праздник в честь богов, творцов Вселенной, заговорен был в тоненький предмет и вручен в светлый день хомусом, как дар нетленный,
как божественный завет. Когда божества создавали срединный мир, когда нас двуногих спускали жить на землю, подарили они в дар людям маленький, голосистый, милый сердцу хомус. Вас приветствует Республика Башкортостан, город Уфа, виртуоз кубизист мира, народный артист Республики Башкортостан Миндигафур Зайнетдинов. Основа планту мы из твердого сделали железо. Язычок-пластинку мы из гибкого сделали железо. Едель Хусаинов, народный артист Республики Казахстан, Шан Хобас. Всем привет, меня зовут Тюрген, вещаю я из города Челябинск, это Урал. Напевные речи разных племен мы в него вдохнули.
Так сказали белые старцы, так великие старцы сказали.